Шикарный, да. Да. Красоты эти, сыткуль, Ага. там все. Ну, вроде здесь прыгать ископаемые есть. Почему экономика-то такая? А это везде коррупция, Марина. У нас экономика, как бы она, знаешь, ее поднимать надо. Если там такие зарплаты, говорю, то, в общем, страна в каком-то там, не знаю, долге, у нас налоги же тоже душат такие у нас. Это подоходный налог, вот это все. Вот. У нас всегда просим у какой-то страны, нам кто-то помогает, кто-то безвозмездно, а кто-то же нет. И там долгов много, между прочим. Внешний долг большой? Внешний долг, да. Естественно, за счет этого Производства нет, да? Да, производства нет, в упадке. Вот раньше был завод Ленина, там производили, по-моему, не знаю, какие-то машины или что, вот его нет, там работали в основном, знаешь, вот эти вот все русское население, естественно, большинство, они все эмигрировали, большинство. Кто-то остался, ну так. А сельское хозяйство? А сельское хозяйство там тоже, это же копейки, им тоже не дают как бы развернуться хорошо. Вроде бы все свое, вроде это, но все копейки стоит, и иногда тоже какие-то препоны есть. Ну, сейчас, как бы говорят, их начинают развивать, для них какие-то эти, без налогов, чтобы, да, субсидии, кредиты выдаются, вот эту помощь. Ну, не знаю, сейчас работать некому, просто все. Говорю же, вся молодежь выехала. Там прям целыми селами даже есть, которые выехали. Вот. Раньше, как я 5 лет в деревне не была у них, и вот в прошлом году просто вынуждена поехать, потому что у дочки прописка там была, а у нее загранпаспорт там пришел готовый. Мы поехали его забирать. И раньше вот так выйдешь, буквально вот огороды, и дальше вот поля. Там сеяли зерно в первую очередь, там был хлопчатник, это хлопчатник, там гектар целый. И вот сейчас, я когда приехала в прошлом году, там этого хлопчатника уже нет, работать некому. Они нанимают работников, это тоже отдельно им надо платить, хотя это дешево, все. Они приходят с соседним Узбекистаном, потому что там рядом граница, как бы, и всегда узбеки нанимались там очень за копейки буквально. Нанимаются, когда к концу уже отрабатывают, у них сумма получается, хоть какие-то деньги, вот так вот, сезонные работы. Я посмотрела, там поля пустуют буквально, в смысле, там и кукуруза засеивалась, там это, и была всегда борьба за воду, там протекает вот такой этот самый арык, как они называют, каналы. Там буквально ночью всегда была очередь, когда ночью бывает, пускают воду, там на свое поле пустил, вот так, ряды же идут, прям грядки. И польешь, не польешь до конца, уже все никого нет. Твое время вышло, мое, и уже там целые эти раздоры были постоянно с этой водой. Как таковой у них, знаешь, водоемов нет, представляешь? Нет. С водой проблема? Да, с водой проблема. Рек нет, озер нет. Я так сравнила, у нас Куджиу, Букунка хотя бы та же самая. И то она горная. Классная такая вода. У них даже и такого нет, даже озер нету нормально. Вот кроме Иссык-Куля? Да, Иссык-Куль, там еще Сон-Коль есть в Нарыне, потом еще какое-то озеро. А так, чтобы реки прям свободно текли, такого нету. И вот мы когда поехали в Курумкан, насчет этого тоже интересно, он говорит, узбеки приезжали и строили там такие эти пристройки вот, во дворе, там бани, там летнюю кухню. И у него такой ручей течет прямо в его огороде. В Курумкане. Вода чистая, горная, оказывается. Тает и сразу. И они пришли, он говорит, помойте там, говорит, руки, пойдем кушать. Они так втроем встали и говорят, слушайте, а сколько вы платите за эту воду? Он говорит, как? Я, говорит, не плачу за эту воду, а откуда? Типа, кто вам ее пускал? Он говорит, вот, говорит, как растает, так, говорит, идет. Они в шоке были, мы так смеялись вообще. Дядь Баир так еще рассказывает, вот, дядька наш. Такой, у него такое хозяйство крепкое, молодец. Дом понравился, в общем, честно, такой, знаешь, дом. Там есть баня у нас, в бане сразу помыл. В общем, так понравилось вообще.
А вот вокруг Тахоя раньше были поля, сейчас что? И они также пустуют. Видела? Ну, Вообще ноль, ничего нету. так какая разница? Вроде и вода есть. Да, и вода есть, но я не знаю, как раньше же хоть колхоз был, а сейчас-то колхозов нет, извини меня. А что есть? Я не знаю, что там есть вообще, по-моему, не знаю, что там вообще находится. Насчет этого что-то Может, я не заметила, может, есть поля? Нет. Я вот проезжала мимо, смотрела же, говорю, вспоминала, раньше там кукурузу же садили, да, помнишь? Подсолнечник. Да, картошку. Да, И картошку. пшеницу. А сейчас нет ничего такого. Я особо и не заметила, чтобы там чем-то засеяно было. Вот. И фермеры есть в Тахое, знаешь? Фермеры? А кто там? Нет, я не знаю. Кстати, так это бабушки есть, бабушка Соня. Ты кто, Марина?